Всем привет из Колумбии, привет от Олега. Смотрите, какое утро. Заморозки были, минус 2 градуса сегодня. Я оделся вот как бушлат и все. Велосипед, триммер, косилка, бензин там, багажник, я не знаю как поеду. Багажник такой хлипленький такой, не для такого груза. Ну, рюкзак с грибами там, с ягодами. Но не косилка, которая торчит во все стороны и шатает багажник. Сейчас покажу вам, как это все выглядит. Вот. В будущем году обязательно надо багажник новый приварить, толковый, хороший. Если этот поход выдержит, все, это уже. Потом в утиль этот багажник надо выкинуть. Вот. Как вы поняли, я иду, как и уже много лет, осенью на болото, уже поздняя осень, считай. Будем косить, посмотрим шалаш, все как будет, и буду снимать, показывать. Приятного вам просмотра. А сейчас поедем. Пора. Так, как я все это намотал, интересно, блин. Смогу я. Не думал, что я доеду. Что-то думал, потеряю. Много думал. Но все вроде обошлось. Все вроде обошлось. Забыть. Ну, быстрее, конечно, на этом дрендыне. Это не пешком идти. Все, сейчас собираю и пойдем. Туплю не забыть. Дальше, ребят, идти пешочком до шалаша. Там перекур организуем. Оделся тепло. Конечно, в пешем походе бушлат лишний. На велосипеде самое то. Даже немножко видно, что лед образовался. Тихо, нету ветра, ничего сегодня. Вот так. По таким местам надо идти. Травы много. Болотные сапоги не одел. Вот. Люди уже идут клюкву собирать с утра. Здесь, когда по реке переходил, там 2 человека впереди меня ушли. И сейчас еще один знакомый сосед тоже идет. Вот он появился. Стоит. Такое поле. Каждый год, блин, здесь идет подготовка у меня. Но не каждый год совпадает открытие охоты
с перелетом уток. Вот это хреново. Или раньше открывают, или вообще поздно. И сейчас весна ранняя. Охоту, как сказать, открывают поздно. Но в этом году, в этом сезоне наоборот, охота открылась, а и закрылась, то есть. Я на закрытие вот ходил. И на следующий день уже перелет утиный хороший был. Вот. Ну здесь примерно на несколько часов работы. Надо будем косить. Вот. Доехали, дошли. Фу. Запарился, конечно. Так. Что-то пол приподнялось совсем. Неровный, смотрите. Ну, никто не приходил, что тут. Вот такое поле, ребят. Вот смотрите сейчас. И какой будет. Буду также снимать. Фух. Я спотел. Так, ладно, сейчас попьем чай. Ну, как всегда, кофе с молоком. Там меня подправляют, говоришь, чай, потом пьешь кофе с молоком. Да, автоматом у меня чай говорю автоматом. А в данный момент у меня тоже кофе с молоком. Ну вот. Долго думал, собирался, выбирал день, когда я сюда приду. То ветрено, то жарко, то дождь, то еще какая-то причина не приходить. Но я не спешил, до последнего тянул, потому что если, скажем, в августе скосить, или же в начале сентября у нас еще теплые дни были, и вот эта свежая трава, она выходит по-новому. Несмотря на осень, он где-то сантиметров 15 успеет еще вырасти. Фу, вот это я вспотел. Не угадаешь, как одеться. Демисезонная куртка, это 100%, мне прохладно. В бушлате оказалось жарко. Сейчас немножко подостыть надо, и уже начнем. Подготовимся, а там уже я ничего не обещаю, что красивая охота весной будет. Лучше промолчать. Не стыковочка, просто не стыковочка. Вообще неправильно как-то открытие охоты. Надо, знаете, вот, надо, скажем, месяц. Примерно вот, ну, с 20 апреля по 20 мая. Вот так. В течение месяца надо открытие сделать. И каждому человеку, кто, вот, скажем, берет путевки, вот я вот беру путевку, лицензию на весеннюю охоту, и я сам записываю, с какого числа буду охотиться до какого. Вот тогда уже в каждом районе уже будет, сам человек знает, когда перелет будет. И я вот, скажем, с 30 апреля по 10 мая, вот, скажем, записал, и все. А уже после 10 хоть до 20 мая еще охота открыта, я уже не охочусь. Просто кто вот легально хочет охотиться, и чтобы все было по-человечески правильно, вот надо вот так сделать. И это мои размышления. А насчет браконьерства, там браконьерство было и будет, и
от этого, как сказать, просто кто легально охотится, они просто вот, ну, как сказать, в минусе. Да никакого браконьерства в принципе и нету. Браконьерство это, как сказать, нужда. Потому что и из-за того, что неправильно охоту открывают, человек уже идет там нелегально, начинает охотиться или что еще. Ну так, это мысли вслух у меня. Конечно же, меня это никто не будет слушать, что вот в течение месяца открытие надо сделать в течение месяца. С 20 апреля по 20 мая. Ну, 20 мая это много уже, наверное, хотя бы до 15 мая. Вот. И вот в течение этого промежутка времени человек сам выбирает, какие дни, 10 дней там охотиться. Это придумали как-то вот 10 дней и откроют в то время, когда вообще или еще зима, или уже наоборот вообще лето. Сейчас весна такая, что не угадаешь. Раньше, как сказать, 9 мая лед открывалось, сейчас 10 апреля уже лед идет. Вообще интересная погода стала. Ну вот, ладно, не слушайте меня. Это я так. Все равно по-нашему не будет никогда. Видите, пар какой. Воздух прохладный сегодня. Я уже запустил двигатель, триммер работает. Немножко погрею и выйду на поле. Снимать работу я не стану, так как это жужжание какой-то. Я вкратце буду вам включаться и рассказывать, показывать. Попробую новым диском, там как он будет. Этот вот такой диск у меня новый от подписчика Сергея. Вот. Вчера немножко заточил там. Попробуем, что получится там. Посмотрим. Ну, в общем, я начинаю работать. Ребят, первый перекур. Соседи пришли. Приехали, вернее. Там каракат стоит. 2 человека там. Ну, здесь проехали. И начали собирать там ягоды. Клюкву собирают люди. Зарабатывают. Вот. Ну, что сказать, ребят. Какой фронт работы? 1, 2, 3. Так, подожди, 3. 4-й покос не полностью дошел до конца. Бензин закончился. Вот эти 3 и еще в круговую по периметру прошел. Кольцо такое вот. Вот. Ну, заправка хватило нормально. Не скажу, что обжора этот чемпион. Редверг намного больше бензин жрет. Начинал косить. Короче, завел, начал косить триммером. И у меня где-то сантиметров 70 прошел, у меня вообще не косит. Вообще. И знаете, вот я уже достал вот двухлопастной самодельный такой лезвие. Хотел уже поменять. Думаю, что-то этот диск, наверное, предназначен для кустореза, может, или еще, но не для травы, в общем, не косит. Вот. Немножко разочаровался. Оказывается, ребят, дай, думаю, еще заведу и посмотрю, в какую сторону круг крутится. Посмотрел на малых оборотах. Оказывается, ребят, я этот диск неправильно поставил. Надо было мне перевернуть. У меня вот эти лезвия острия смотрела вот наоборот. А круг крутится вот так.
А когда неправильно, он просто трава вот так мимо проходит, а не на это лезвие. Вот. Так что, Сергей, вообще круг вообще она отлично косит. Вон, тринь трава, такие покосы хорошие. Так сено собирается, можно даже собрать. И между прочим, здесь вот это сено хорошее для коровы. Для коровы вот она много молока дает, много сливки, много масла. Вы даже не представляете, вот это сено на вес золота. Раньше колхозные поля кругом были, и людям не давали нигде вот эти сенокос, сено трудно давалось людям. И людям приходилось косить траву на болоте, и этой травой корову кормили. А трава вот, вам скажу. Вот. А насчет круга, вот этот круг, а где я зайду лучше? А вот этот круг вообще идеально, во-первых, косит хорошо, все. И, во-вторых, никакой вибрации от этого круга нету. Вообще я не почувствовал, что он где-то вибрировало, трясло. Балансировка вообще идеальная. Вообще здорово. Мне понравилось. Рекомендую даже. Всем рекомендую. Просто надо сразу заточить. Там лезвие оно тупое. Заточил и газку только. Некоторые люди, вот кто вот ягоды собирают много, везде кругом люди. И некоторые, наверное, кто вот первый раз слышит, что за шум триммера, что тут происходит. Не понимают, для чего это все делается. Ой, ребят, у меня вся нога сырая. Я вообще, вот, пробоина такая. Это, видать, сегодня или прошлый раз у меня. Я не знаю, когда это так случилось. Я еще в обжог. Вот, обул. Здесь, видите. Капец. Новые сапоги, совсем новые. Я этого боялся уже давно. Здесь сырые вот ноги стали уже совсем. Как сказать. Боялся, что вот рано или поздно он попадет в горячий двигатель, сапоги эти. Или выхлоп. На велосипеде. Что-то действительно что-то сложно говорю насчет велосипеда. Велик. Назвать еще велик. На велике. Обжег сапоги на велике. Вот такие дела. Знаете, в минусе сейчас. Это уже минус. Я не знаю, как заклеить, блин. Самый такой неудачный. Место такое. Понятно, если гвоздем пробил, там небольшое отверстие, а здесь вот сантиметров 4, наверное. Верхний слой, нижний, вот, внутренний слой еще более-менее чуть-чуть держит. Вот просачивается вода, и уже носки и утеплитель, как сказать, сырой, и носки уже сырые. Пусть двигатель отдохнет, и я чуть-чуть тоже. Ну, нормально, комфортно работать. Нету ветра, не жарко и не холодно. Вот вообще здорово. Вот сегодня погода самая это. Но бывают ветреные дни, здесь вообще ураган такой. Знаете, вот продувает насквозь. Сегодня вообще здорово. Повезло. С погодой. Работу снимать не стану, ребят. Потому что это жужжание. Как обычно, триммер работает, там косишь и все. Все здорово. Ну вот, ребят, смотрите. Скосил вторую заправку. Вот как это сейчас выглядит. Вот здесь немножко скосил. Основное вон там с дальнего края там начал. И еще одну заправку, наверное. Ну, одной заправкой, в принципе, почти должно хватить. Третья часть осталась. Вот так. Свысока, если так посмотреть. Ветра пока нету, вообще здорово. Ну, чуть-чуть потеплело, немножко чувствуется уже. Как бы день начинается. Я выехал где-то в 6 часов.
утра. Лесовозы слышно. Там трасса проходит основная через Подтыбок. Короче, ребят, чтобы поход стал полноценным уже. Ой, поджог не забыл. Полноценным. Давайте нормально перекусим. Взял сегодня консервы. Консервы тоже от подписчика. Смотрите, как меня уважают. Хейтеры, завидуйте. Стараетесь, конечно, подножки ставите, но как ни крути, ребят. Есть мои подписчики, которые балуют меня, ценят, уважают, ждут мои фильмы. Вот. Что вот сегодня показываю. Диск на триммере, это от подписчика Сергея. Тут консервы тоже от подписчика. Вот, к сожалению, имя я забыл. Но вот это все, вот этот рюкзак, который уже всю осень я хожу по ходу, и консервы отправил тоже мой подписчик. Понимаете? Это есть внимание, уважение. И я дальше таким подписчикам буду стараться. А хейтеров просто я буду гасить. Их на канале не будет. Кто против меня идет, если сами себя насилуют, что-то мучаются, пишут всяко разные гадости, я читать не стану, я просто сразу баню и все. Пускай будет нас меньше, моих зрителей, но они уже мои настоящие, которые смотрят и ждут. А кто один раз хотя бы нагадил в комментариях, он постоянно будет гадить. И я таких уже просто терпеть не стану. Все, терпение закончилось. Будем фильтровать канал. И останутся только нормальные зрители. Вот. Никого не держу. Еще раз повторяю. Ладно, ребят, давайте не будем о плохом. Все нормально. Мы записываем видео, кому надо смотрят. Взял хлеб. Еще в комментариях сейчас был, даже не в комментариях, а мне лично написали на электронную почту. Электронная почта для личного общения, все можете в описании под видео найти. И спрашивают, почему так плохо стал я есть в походах. Не беру сало, там еще что-то там. Раньше много чего там вкусного брал. Я, знаете, вот много чего из продуктов я уже из своего рациона, как бы я уже об этом говорил, что перестал есть. Майонез, вот считай, почти мне ем. Сало минимум только это зимой. И знаете, вот когда вот иду на, скажем, 4 часа в поход вот за ягодами ездил, ходил. За это время мне не хочется есть. Я дома завтракаю, пью чай с хлебом, с маслом. И мне это хватает на 4 часа вполне достаточно. Лишний вес, лишние калории пусть, как сказать, ну, уходит, а аппетит нагуляю, уже домой приду, нормально ем, что мне хочется, что мне нравится. И прошлый поход, да, действительно, не прошлый, а вот вы смотрели уже, получается, перед этим фильмом я выкладывал, за брусникой ходил. Действительно, один раз мне захотелось есть, потому что бруснику я не сразу нашел, много искал. И пришлось, как сказать, искать долго, и аппетит, конечно. Ну, давайте горбуша натурально попробуем. Конечно, я уже это ел, но очень много мяса тут. Ну, в масле он. Прям вот куски такие. У меня дома, знаете, еще много сухпайки-то есть. Это, получается, наверное, отправил Дима
Вот всех подписчиков я не запоминаю, кто что отправлял. Но все равно, кто смотрит, видит свое, что он отправил. О, Олег показал мой рюкзак, мой диск, мои консервы ест. Вот это зритель, мой подписчик видит. И в дальнейшем еще будут, как сказать, и одежду мне отправили. Вот это я буду также на себе одевать, на себя там, и видео моих видео подписчик будет видеть. Много сухпая еще у меня тоже отправили. Я это в дальнейшем походах буду тоже показывать. Я не знаю, как это показать, ребят. Такие шматки. Тут рыба. И ничего кроме рыбы. Во. Прям такие куски там. Видно, вот рыбу резали кусками. Вот 2 куска только и влезло в эту банку. Вот смотрите. Это, наверное, Иван или Иванов отправлял мне. ВКонтакте Иван Иванов, наверное, с кем я переписываюсь. В общем, давайте за новые походы. И рыбой закусываем. В планах было, знаете что? Думал я сегодня сухпай возьму. Там даже супы есть. И печку затоплю, подогрею. Хорошо, что не взял. Возьми. Другой раз возле костра, может. На костре подогрею или еще. Холодно буду есть. Такие пакеты я не пробовал ни разу. А консервы вот, он как бы удобен, там открыл, съел и дальше пусть. Ну как? Аппетит я вам поднял. Давайте наливайте чай. Доставайте из холодильника, что есть. Уверен, там всегда есть яйцо. В каждом холодильнике. Жарьте яичницу и ешьте. Сыр, колбаса. Просто все хорошо. Все радует сегодняшним дне, только вот эта обувь, которую я сжег. Прям не очень хорошо. Обувь, сапоги легкие, удобные. Размер чуть больше, конечно, но сейчас одна нога уже мерзнет. Это большой минус. Вот. Ладно. Сейчас я доем консервы, попью кофе, допилю вот эту траву, этот бензин, топливо, скашу все, потом снова включусь. Ну и обратно пойдем к велосипеду. Вот. Такие консервы. Вкусно. Вот и все, ребят. Поломка у меня. Отвалился выхлоп. Сейчас откручу крышку. Посмотрим, но все болтается. Не знаю, что случилось. Вы не представляете.
Сорвала эти шпильки. Шпильки сорвала. Вон они. Как так произошло? Хрен пойми. Капец. Ничего не предвещало беды. Капец и есть капец. Прокладка. Так, тут стоит. Вот. Чуть-чуть осталось. Хрен что сделаешь. Это уже ничего невозможно сделать. Это не открутилось, это просто сорвало вон. Как открутить, это представления не имею. Надо как-то просверлить, если цилиндр хороший, все работает. Из-за ерунды, блядь. Ё-моё. Да. Ладно, ребят, я не знаю, что делать. Но крышка это удобная, на 2 шурупах только держится. Капец. Выходит яркое солнце. Ну все, ребят, работу закончил. Вот так. Не люблю такую картину оставлять. Ой, как не люблю. Ничего не поделаешь. Во-первых, показал выхлоп у меня. Отлетел. Хотел сейчас еще задай, думаю, заведу без выхлопа там. Да ни хрена не заводится. Но оно все-таки выхлоп там должен стоять. Ну, в общем, без выхлопа оно вообще у меня не завалось. Так все хорошо шло. Так все здорово было. И почему вот так происходит? Даже никакого шума не было, ничего такого не было. Представляете? Если бы какой-то знак был, что вот все, или где-то вон что-то там открутилось, там шевелится, там стучит. Ничего не было, никакого признака. Выхлоп чистый, между прочим. Обычно говорят, что выхлоп засорается там. Ладно, сейчас соберусь. И пойдем. Спустив хвост. Если бы закончили, с хвост торчкам выходили бы из этого болота. А сейчас, спустив голову, будем идти так. Ладно, хоть, знаете, вот основное скосил. И весной здесь расставлю чучела и там, где открытое место. А здесь этот участок оставлю для посадки уток. Будут сюда садиться. И мне вот с руки отсюда стрелять. Хорошо, что не с первой минуты все это случилось. Ну так должно быть. Что еще гадать? Ладно, сейчас. В общем, допью это кофе и пойдем. Ну вот, все, убрал. До весны шалаш. Все, я пошел. Я пошел. Блин, чуть-чуть осталось, чуть-чуть, а. Ради этого второй раз я сюда не потащусь. Хрен с ним, пускай в этом сезоне так будет. Так скосил. Искусственный пруд тут будет. Вот такой клочок. Там собирают ягоды. Коршом. Чуть-чуть, ё-моё. Ай-яй-яй. Но здесь хорошо будет чучела ставить. Не, нормально. Нормально. Пускай будет
В этом сезоне так. Буквой Г скошено. Сегодня какой-то вот, знаете, неудачный день, если так прикинуть. Неудача в том, что сапоги сжег, триммер сломался. Это уже тоже. Когда как? Когда все хорошо, когда вообще все плохо. Вот так вот. Ползаврага осталось. Ладно, не будем огорчаться. Уже ничего не исправить. Пойду домой, поеду. Зима длинная. Отремонтирую. Самое главное открутить из цилиндра вот эти остатки, что осталось, болты. В остальном новый закрутим. И все. Двигатель, он работает хорошо. С ним все хорошо. Вот. Ладно. Все, иду. И, наверное, включусь я у реки. Как буду у реки, там включусь. Обратный путь уже снимать не стану. В принципе. Вот так. Оставляем. Все хорошо. Я уже у реки. Смотрите, сколько лодок. Раз, два. Не считая мои. 5 штук. С моим 6. Ну, доехал хорошо. Все здорово. Встречался односельчанином, тоже идет за ягодами. Клюква на сегодняшний день 160 рублей за килограмм принимают. Так что люди как могут сейчас, конечно же, стараются больше набрать ягод, заработать. Поэтому очень много тут лодок стоят. Но и ягод с каждым днем все меньше и меньше становится. Потому что очень долго уже собирают очень много людей. И все равно можно еще что-то как бы собрать. Вот, а у меня вот такой был поход сегодняшний. Ждите новые фильмы, новые походы. До новых встреч. Всем пока. Да, забыл еще сказать, что у меня багажник вообще я разбил в хлам. От веса. Вес одно, но трещет капитально. И пластик вот это все сломалось. Вот. Везде все сегодня у меня ломается. Ой. Ладно. Бывает и такое. Бывает и такое. Видели, как удобно тут с этим транспортом. Легко и просто. А мотоцикл одному загружать очень тяжело. А этот тоже возит. Я уже не один фильм вам показывал.